начинаем очередную нашу дискуссионную площадку по реализации закона Республики Саха-Якутия об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха-Якутия. Регламент такой, вступительное слово у меня буквально 5 минут будет. Доклад 15 минут это, да? Да. Выступление до 5 минут, вопросы, ответы, обсуждение, выработка рекомендаций. У нас основной докладчик Васильев РФ, общественная организация «Народная воля». Выступление Тетюриков Игорь Анатольевич от МВД, Гаргач Ирина Владимировна, первый заместитель министра предпринимательства и туризма. Семенов, имеющий написано, представитель ФПК Якутии. И Лыбкин Матвей Иванович, эксперт, человек, который достаточно... Ничего, меня запишите. Башарин Карл Георгиевич. Башарин Карл Георгиевич, известный наш доктор, активист движения за здоровый образ жизни. Так, почему площадка проводится? Значит, к нам обратилась общественная организация, общественное движение «Вместе не сила» провести такую площадку. Вы видите, интерес она вызывает достаточно большой, и общество уже, наверное, дозрело, чтобы еще раз вернуться к рассмотрению этого вопроса. Проблемы борьбы с пьянством и алкоголизмом я рассказывать не буду, но только несколько цифр дам. То, что у нас все-таки потребление спиртного в России быстро снижается. То есть с 2011 по 2016 год с 18 до 12,8 литра. По последним данным, на начало 2018 года потребление алкоголя в стране снизилось до 10 литров на взрослого человека. Но, знаете, рекомендуемая предельная доза Всемирной организации здравоохранения составляет 8 литров. Тем не менее, я думаю, тут цифры несколько занижены. У нас очень большой все-таки нелегальный оборот алкогольной продукции составляет. Поэтому, я думаю, статистика тут немножко луковая. Тем не менее, потребление алкоголя особого крепкого очень высок, серьезно снижает качество жизни населения в Республике Саха-Якутия и в Российской Федерации в целом. Но мы работаем на базе федерального закона 171 от 22 ноября 1995 года о госрегулировании алкогольной продукции и ограничении ее потребления. Основное там ограничение – это не допускается продажа с 23 часов до 8 часов утра. Кроме общепита этот закон звучит, и остальное отдано госвласти субъектов Российской Федерации право устанавливать дополнительные ограничения. В Республике Саха-Якутия 5 декабря 2013 года был принят закон об ограничении реализации времени, условий и места реализации алкогольной продукции. Вы помните его, да? Были введены 3 изменения. Сейчас, секундочку, я забью. Что-то я запыхался. Были введены 3 изменения. Одно в 2014 году, 2 в 2015 году. Практика применения законов самые пьющие в Республике Черкесская, Белгородская, Ростовская область, наиболее пьющие Магаданская область, Ненецкий национальный округ, Бурятия, Чукотка, Пермский край. Достаточно низкие позиции у нас по этой части. Что предлагается все-таки посмотреть по этому закону? Мы думаем рассмотреть время работы. На сегодняшний день у нас с 14 до 20 часов реализуется алкогольная продукция. Также предложение у нас вопросы запрет в квартирных домах реализации алкогольной продукции приводит к тому, что в нормальных магазинах нельзя, в гаражах можно. Требует уточнения термин «специализированный магазин». Мы знаем, что специализированный магазин это все-таки требует уточнения нежилые помещения. Нежилое помещение, даем лицензию продавать алкоголь. Оно должно быть торговым, я считаю, не только нежилое помещение. Здесь тоже нужно будет уточнение. Требуется механизм по ограничению реализации алкогольной продукции в общепите. Этот термин ресторан. Вчера заехал я в Алмаз, специально посмотрел. Ресторан круглосуточный, там забегаловка, в которой, не знаю, швабру храните, то, наверное, страшно будет. Вот и называют ресторан, и обходят. Требует уточнения запрета на реализацию алкогольной продукции на территории отдельных населенных пунктов. О чем я скажу?
поступило к нам вот, в наш 5-й созыв предложение запретить реализацию алкогольной продукции в НАМЦе, НАМС говорят. А там вокруг уже все запрещено. Ну и как здесь быть? Все-таки мы для себя в 5-м созыве приняли решение в районных центрах запреты такие не вводить. Но это держится на честном слове. Так. По закону нельзя. Ну и сам легальным оборотом алкогольной продукции. Я не знаю, почему у нас так борьба слабо идет. Матвей Иванович знает, что у нас в 2017 году введена уголовная ответственность за реализацию, незаконную реализацию. Посадка у нас есть в республике, интересно? Я очень сомневаюсь в этом. И кроме того, мы понимаем, что борьба с пьянством и алкоголизмом это не только запретительные меры. Мы все-таки принимали постановление в Госсобрании Саха-Якутия 17 июля 2015 года и предлагали принять госпрограмму борьбы с пьянством и алкоголизмом. Запреты, ну и, как говорится, чем заполним вакуум. Ну, на этом я свое выступление заканчиваю. 5 минут положился, надеюсь, да. Слово предоставляется Василию Уралу, общественной организации «Народная воля». Идем? Как это ладно? Давайте вот так. Юля, присаживайтесь, да. Сюда замещайте, Добрый вечер. Меня зовут Орел Васильев, я общественный деятель и помощник депутата городской думы. Так, я сделаю доклад об принятии ограничительных законов алкогольной продукции. В общем, законы они привели к следующим последствиям: к появлению бутыльников, к сокращению к росту криминогенной обстановки в жилых кварталах. По причине того, что в жилых кварталах появились такие, так называемые псевдокафе, псевдобары, да? И нелегальные точки распространения алкогольной продукции. Вот. Расскажу вам немного по уровню преступности. Уровень преступности связан с потреблением алкоголя, да? А данные взяты из официальных источников. Вот, состояние алкогольного опьянения в 2010 году было совершено 1443 преступления, да? А в 2012 году, то есть в 2010 году, отметим, да, что были приняты первые ограничительные меры по торговле алкоголем. В 2012 году, через 2 года, их преступление состояние алкогольного опьянения уже составило, количество преступлений составило 3561. В 2016 году уже 4825. И в 2017 году 4539, чуть меньше стало. В целом, вот если сравнить 2017 и 2010 год, то есть получается у нас в 3 раза повысилось количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения. А каким еще раз будем? Это 17-10 год. В 3 раза увеличилось количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Вот. По части трезвых сел расскажу немножко. А в целом по республике количество, за последние годы, да, количество преступлений, совершенных в алкогольном состоянии алкогольного опьянения, на 6% за несколько лет. Вот, но при этом совершенное состояние алкогольного опьянения зафиксировано, то есть в тех муниципальных образованиях, в узких районах, где были приняты сухие законы, да, запрещающие торговлю алкоголем, там зафиксирован, наоборот, рост преступлений в состоянии алкогольного опьянения. А в целом по республике преступление в состоянии алкогольного опьянения снижается, но растет в тех районах, где действует сухой закон. То есть в Алаховском Улусе рост на 17% в 2017 году по сравнению с 2015 годом. Это вот Алаховский Улус, да? Да. Там 2 деревни еще. Чукардан, казачий, русская улица. Да. И в 2017 году по сравнению с 2015 годом там количество трезвых сел увеличилось в 2 раза. Но ни Чукардан, ни казачий не являются трезвыми селами. Да. Это районные центры, они не являются, там такой закон действует в центрах. А в Горном Амусе Улусе на 30% по сравнению с 2015 годом. В Оленецком Улусе на 40% по сравнению с 2015 годом. В Бетантайском районе 40% тоже увеличение.
Вот. И увеличение фиксируется именно с момента действия сухого закона. То есть до 2015 года увеличения не было. А в тех районах УЛУСа, где не действует сухой закон, там наоборот преступления, совершенных алкогольным опьянением, состоянием алкогольного опьянения. Вот таким образом, в прямой зависимости к криминогенной обстановке, в том числе преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в практике полного закрытия муниципальных образований по результатам экспертизы установлено. Это экспертиза. Это у них на сайте официальный документ стоит. Так, влияние на здоровье граждан, да? Повышение уровня потребления алкоголя, алкоголизм, влияние на здоровье граждан. Антиалкогольные законы приводят к росту производства и потребления продукции, то есть нелегального алкогольного продукта. По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, баланс между подакцизными легальными и контрафактным алкоголю смещается в сторону контрафакта. То есть раньше вот легальной продукции было больше, то есть за последние годы стало меньше, около 50%. Сейчас количество нелегальной продукции алкогольной. По данным Федеральной службы государственной статистики по республике Саха-Якутия, в 2015 году до введения жестких ограничений в Якутии было зафиксировано 49 смертей от случайных отравлений алкоголем. В 2016 году 87 случаев, в 2017 году 78. То есть видно, что это говорит о том, что суррогатов стало больше, люди стали больше травиться. Вот, средний республиканский показатель учетной распространенности на онкологическое заболевание от алкогольной зависимости в 2017 году составил 1743 больных на 100 тысяч населения. Да? В 2013 году было тоже 1718, практически изменений нет. В 2014 году было 1697, в 2015 году 1690, в 2016 году 1456. То есть видно, что из динамики видно, что заболеваний по алкогольной зависимости меньше не стало. И негативные последствия на экономику республики, то есть количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 12,5% по сравнению с 2014 годом. То есть бюджет республики теряет налоговые поступления. Вот. И количество лицензиатов тоже снизилось. То есть если мы видим эти сети, алкогольные сети крупные, такие как Remix и так далее, у них на все эти точки у них одна лицензия, да, получается. То есть у нас продуктовых магазинов шаговой доступности стало меньше, но стало больше вот этих точек, у которых только одна лицензия. То есть по лицензиям тоже, соответственно, государство, бюджет республики получать стало меньше отчислений. Вот. Таким образом, по причине снижения количества предпринимателей, торговли, то есть снижается, конечно, повышается, то есть уровень безработицы, снижаются налоговые отчисления, то есть малый и средний бизнес страдает. Таким образом, и из вышеизложенного видно, что вообще антиалкогольные эти ограничительные законы, они к положительным результатам не привели, только к негативным результатам. Вот. И хотелось бы в двух словах сказать, да, в США, в Советском Союзе, во многих других странах вводились сухие законы или ограничения, это все заканчивалось только негативными последствиями. Единственным решением была всегда полная отмена всех этих ограничений и в США, и в Советском Союзе и так далее. Кстати, еще, к сожалению, официальных данных нет, но известно, что ограничение продажи алкоголя и сухой закон приводит к росту потребления наркотиков. А на сегодняшний день купить наркотик совсем просто. То есть любой подросток может зайти на сайт через специальный браузер и заказать наркотик, ему сделают закладку, и он пойдет. Спасибо. Можно вопросы? Да? Спасибо. Давайте вопросы потом, да? Давайте докладчик. Вы запишите. По докладу. Вы спрашиваете, да, По регламенту надо? Вопросы по регламенту. Потом мы других не услышим, докладчик. Давайте полностью. Один вопрос. Хорошо, давайте один вопрос. По внешнему вопросов очень много, я, наверное, потом их задам. Вы, наверное, в курсе о том, что ЖКФ сейчас распространены по всей России, не только в Якутии, что такая проблема есть.
И я просто хочу, вы не сравнивали просто другие регионы. Дело в том, что лжекафе появились с тех пор, как в 2016 году, в июле была принята поправка, что ограничительные меры принимаются на все торговые объекты, да, реализующие алкогольную продукцию, кроме предприятий общественного питания. На самом деле с нами связывались другие объекты и говорили, что у них там серьезная проблема, другие субъекты Российской Федерации, серьезная проблема тоже с этим лжекафе, и они не знают, что делать. Это проблема не только Якутии. Насколько вы осведомлены, и еще раз я хочу сказать такой момент, что, к сожалению, по многим вопросам вы говорите очень субъективно. Вот, например, вчера я была в Алданском районе, мы там встречались с администрацией, с промышленным предприятием, они, наверное, например, озвучили такую цифру, что у них до сухого закона, как вы говорите, это не сухой закон, а ограничительные меры были при Горбачеве, было 1200 преступлений на район, после этого в 2 раза меньше. Кроме этого, там другие цифры можно привести. Там было просто грандиозное повышение уровня рождаемости. В те годы, 3 года, родилось в стране 1,5 миллиона человек больше. Я могла по другим пунктам вам объяснить, что у вас немножко искаженная статистика и много, значит, да, выверенней. Но, к сожалению, вот регламент позволяет, я хочу, чтобы вы ответили на эти вопросы. Насколько ваша статистика, ваши цифры, они вообще соответствуют действительности? Эти цифры взяты из официальных источников, Росстата, МВД, Роспотребнадзор. Я могу пока что цифры вам ответить. Забирайте, пожалуйста, вопрос. Сейчас пойдем в полемику. Что касается роста рождаемости, это вообще никак не связано с даже экономикой, да? То есть из социологии известно, что рождаемость, снижение рождаемости, да, это связано с демографическими ямами, то есть вот так вот всегда волнами идет. Это никак не связано. В 80-е годы действительно был рост рождаемости, это не связано с сухим законом и так далее. Именно в 3-й год. Вот. Что касается лжекафе, да, то есть есть федеральный закон, то есть лжекафе нельзя закрыть, потому что федеральный закон не позволяет вести деятельность. Единственный способ, чтобы исчезли эти лжекафе, это отменить вот эти ограничения торговли алкогольной продукцией в жилых домах, да? То есть в жилых домах и так далее. То есть если появятся нормальные продуктовые магазины, которые будут находиться в жилых домах, то вот эта вот клиентура, аудитория, да, вот этих лжекафе и псевдобаров, они пойдут покупать алкоголь в обычные продуктовые магазины шаговой доступности. Таким образом, эти лжекафе, они потеряют просто потребителя и постепенно закроются. То есть рынок сам себя зарегулирует и решит проблему. Именно из-за ограничений появились эти лжекафе. Спасибо. Спасибо. Значит, переходим к следующему выступлению. Титюриков Игорь Анатольевич, начальник отдела организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления МВД Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Давайте сюда. Давайте, я стою. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, я начну с выступления предыдущего коллеги в части статистической информации. Значит, если сравнивать 2010 год, 2017 год, то в 2010 году мы считали состояние алкогольного опьянения только по медицинским показаниям. То есть была справка медицинская, мы считали преступление совершено в состоянии опьянения. На данный момент при любых свидетельских показаниях, показаниях потерпевшего, показаниях обвиняемого, если это в показаниях учтено, значит мы таким образом считаем, что это преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому вот такие расхождения. Да, если говорить дальше немножко о статистике, в 2015 году было правильно сказано, был принят очередной закон, значит мы, как вы все понимаете, не ожидали от него, что он начнет действовать прямо вот через 2-3 дня, через месяц, а расчет был на 2-3 года. Виктор Николаевич об этом говорил. Значит, по статистике, если говорить о преступлении, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, если в 2016 году мы имели 4825 таких преступлений по республике, то в 2017 4536, в 2018 4168. То есть стабильно мы в среднем по 300 преступлений в год регистрируем меньше. Но
состояние алкогольного опьянения, правильно вот тоже Виктор Николаевич сказал, это же не только вот преступление в состоянии опьянения. Тут же комплекс весь мероприятий, который был проделан в связи с этим, с ограничительными мерами по времени, там, по местам проведения. На сегодняшний день мы имеем снижение почти на 30% убийств. И, как правило, все убийства у нас совершаются на бытовой почве, с применением, с состоянием опьянения и так далее. Мы констатируем на 24% снижение у нас преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Истязание на 50%. Истязание, это же бытовое хулиганство. Побои на 54,5% мы имеем снижение таких вот показателей. Грабежи, которые совершаются у нас на улицах, в общественных местах, в том числе в дворовых территориях, где запретили продажу алкоголя, на 24%, разбои на 20%, неправомерное завладение автотранспортом на 30%. Значит, ну и алкогольное опьянение, если сравнивать с прошлым годом, на 8% состояния опьянения. Вот. В общественных местах, на улицах, в общественных местах мы имеем снижение на 8%, и в том числе на улицах на 12,5%. Это официальные статистические данные информационного центра МВД Республики. Если обращаться к статистике. Значит, что касается тех мероприятий, которые мы проводим в рамках реализации вот этих вот законов, в том числе и на федеральном уровне. Значит, если у нас на начальном этапе мы привлекали к административной ответственности тех, кто продает тех же бутлегеров, и там размер штрафа был 2000, 1500, 2000, то есть они это покрывали с лихвой за, не то что за одну ночь, даже за меньше, то на сегодняшний день, значит, изменено законодательство Российской Федерации в части привлечения таких граждан к ответственности, и там штраф уже от 30 до 50. Это на граждан, на должностных лиц от 100 до 300 тысяч. Вот. Здесь могу сказать, что после принятия в 2017 году этого закона, мы в 2017 году 86 граждан привлекли за административное правонарушение, то в 2018 году 282. Вот. Здесь мы еще видим следующий этап. Опять же, законодатель нам дает право при повторном совершении такого же правонарушения возбуждается уголовное дело. Принято было в 2018 году эти поправки. В 2017 году осенью. Ну, вступили в силу. Да. Ну, на 2018 год у нас 15 уголовных дел мы довели до суда. Значит, кроме этого, продолжаем мероприятия по незаконному обороту алкоголя. Если в 2016 году 14 преступлений у нас было, в 2017 13, в 2018 11. То есть здесь у нас тоже мы видим стабильные показатели. Значит, что касается предложений наших, вот то, что сказал Виктор Николаевич, мы в принципе поддерживаем. Необходимо на законодательном уровне определить, вот что это за специализированный магазин. Вот четко, потому что вот эти все вот уходы и всякие применения ненужных формулировок, они таким образом многие уходят от ответственности. И что такое вот эти, что такое кафе, что такое рестораны, чем они отличаются от забегаловок, чем они отличаются. И тогда я понимаю, что конкуренция будет и у нормальных предпринимателей будет конкуренция, потому что есть люди, которые ответственно относятся, 14 открыли, 20 закрыли, вопросов нет, ни у кого никаких нет. А у остальных есть вопросы к многим. Принятие вот этих вот мер по, что каждая бутылка, сейчас каждая акцизная марка подвергается учету, всему это тоже, мне кажется, даст свои положительные плоды. Оно не даст сегодня, оно это мы увидим через какое-то определенное время.
с этой точки зрения нам тоже эта система помогает, потому что мы обращаемся к этой системе, она нам выдает те или иные результаты, по результатам которых мы, значит, принимаем соответствующие либо процессуальные, уголовные, процессуальные, либо административные, процессуальные меры. Ну, все как-то, с вашего позволения. Спасибо. А по тяжким преступлениям согласиться? По тяжким преступлениям, да, могу вам по тяжким сказать. Значит, Алкогольного. по тяжким, если всего в алкогольном минус 8,1, то по тяжким, особо тяжким минус 7,3. Минус 7,3. Несовершеннолетними меньше у нас стало преступлений на 7,7%. Ранее судимыми на 6, ранее совершавшими преступления на 7,7. Ваша позиция по увеличению времени продаж? Значит, по увеличению времени продаж наша позиция остается неизменной. Мы не заинтересованы. А по убийствам можно, да, вопрос? Вы по убийствам где взяли данные? В информационном центре МВД России. Я вот зашел на сайт прокуратуры, тут написано, да? За 12 месяцев 2017 года рост преступлений зафиксирован на 0,2%. Рост обусловлен увеличением количества таких преступлений, как убийство, со 120 до 123 по сравнению с 2016 годом. Это прокуратура. Я же вам говорю про 17-18 год. 123 в 17, 123 в 17, 89 в 18. На бытовой почве с 26 до 19. Но это же люди, это же жизнь. Ну, ограничительные законы были приняты первые еще в 2010 году, надо сравнивать, наверное, с 2010 годом. Это Я по 10-18 год это не показатель. Я по 10-17 вам объясню, почему расходятся, кардинально расходятся. 50%. Методика в 2015 году изменилась. Все, да? Спасибо. Следующий выступающий Гордач Елена Владимировна, первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма. Ну, во-первых, добрый вечер всем. Хотела бы, конечно, сегодня немножко обсудить тему, которая действительно, она, в принципе, летает давно, и есть сторонники, есть противники. Но я бы хотела немножечко статистики сказать, да, что вообще как бы, статистика какая у нас с принятием этого закона, конечно, количество торговых объектов, и в том числе лицензиатов, значительно сократилось. Причем надо сказать, конечно, что у нас произошло укрупнение бизнеса, то есть крупный бизнес, который этим занимается, он укрупнился, тот бизнес, который был, скажем, не совсем крупный, он свои позиции сдал. В части того, что сегодня вообще в целом по республике количество субъектов, к сожалению, у нас не увеличивается, то есть ряд причин есть на это, но в том числе как раз предприниматель сферы торговли. Сегодня достаточно снижение есть, обусловлено одна из причин, конечно, это то, что сегодня наши предприниматели не могут осуществлять по ряду причин продажи алкогольной продукции. Если взять статистику, то у нас в 2015 году количество лицензиатов было 497, в 2016 году 393, в 2017 379 и в 2018 год небольшой рост 402. Количество торговых объектов, где осуществлялась продажа алкогольной продукции, 2015 год по республике 1134, 2016 год 862, 2017 799 и 2018 год 842. Сегодня необходимо отметить, что у нас количество объектов муниципальных образований, либо на слегов, где у нас запрещена продажа алкогольной продукции, у нас 188, правда, да, Василий Петрович? Но хотелось бы отметить, первое, что сегодня министерство готовится проект закона о внесении изменений в действующий закон в части приведения в соответствии с федеральным законом о том, что сегодня мы, как субъект, можем запрещать либо ограничивать продажу алкогольной продукции, но кроме предприятий общественного питания. То есть это о чем говорит? Что у нас опять появится кафе. Сегодня, по данным, которые мы собрали, я считаю, что это не совсем точное, сегодня в целом по республике, в целом то, что нам дали наши муниципалитеты, порядка 120 лжекафе.
Сегодня говорите, вот действительно, что это проблема не только республики, то есть это других субъектов, но мне хотелось бы немножечко напомнить, вот те 5 лет назад, когда, в принципе, большая выездная комиссия была, тогда сказали, что это такое, здесь у вас образовалось уже кафе. Полномочия тогда были переданы, когда все в столетии были. Но тем не менее, хотела бы сказать, что лучше-то не стало. Уже кафе, они как появлялись, к сожалению, так они и есть. Да, конечно, почему сегодня проблема вообще есть по кафе? Сегодня в 171 закон внесли изменения в части того, что разделили понятие общественного питания, то есть лицензии выдаются на розничную торговлю, выдаются на общественное питание. Определен порядок выдачи лицензии, в том числе и на судах, то, что ранее не было. Но сегодня существует закон 381 о регулировании торговой деятельности. К сожалению, про общественное питание нормативного акта сегодня практически нет. Есть ГОСТ, который четко говорит, что такое ресторан, что такое кафе и что такое, извините меня, бар. Что такое столовая. Нормативного акта, касающего регулирования именно этой деятельности, нет. Если торговые объекты сегодня понятие не стационарный торговый объект, стационарный, это есть, а в части общественного питания, почему сегодня, наверное, и сталкиваемся с этим, да, то есть это, конечно, понятие ваше кафе. Мы же с вами прекрасно понимаем, что одна точка закрывается, тут же открывается. И более того, сегодня мы понимаем, что очень многие предприниматели, которые осуществляют эту деятельность, они даже не зарегистрированы в этом виде деятельности. То есть понятие сегодня регистрация по продаже, для того, чтобы ты осуществлял свою деятельность, ты должен налоговый зарегистрироваться и виду показать вид деятельности. В части того, что сегодня не совсем совершенен, наверное, закон, то, что Виктор Николаевич сказал, что сегодня, да, выдается лицензия, а гараж, это было очень много обращений, мы совместно с Роспотребнадзором тогда отрабатывали по Губина. Действительно, он гараж. Он не жилой. Но сегодня в этом гараже торгуют пивом, то есть у него нет лицензии. Мы сегодня действительно не можем привести в соответствие то, что во дворах, извините, наших домов, в этих неприспособленных помещениях торгуют алкогольной продукцией. Поэтому действительно, наверное, все-таки легче и лучше контролировать и регулировать то, что имеет законное основание. Это было всегда. Поэтому сегодня мы должны решить один очень важный вопрос. При предоставлении либо увеличение времени продажи алкогольной продукции, тем самым мы понимаем, что сегодня оборот, так как он есть, так он и будет. Он падает, действительно сегодня падает, но надо отметить, что люди сегодня, те, которые незаконные предприниматели, те же самые кафе, пользуются то, что сегодня у нас есть пробелы в законодательстве. И они сегодня просто-напросто зарабатывают. А предприниматель, который сегодня содержит работников, плачет налоги, он вынужден, конечно, в принципе, наверное, где-то немножечко свои, ну, скажем, затрат нести больше и убытков больше. Поэтому, конечно, это вопрос неоднозначен. Сегодня мы с вами должны правильно принять решение о том, что продлять, не продлять, но сегодня мнение того, что тот человек, который сегодня после 8 часов находит, а это действительно практически, это связано и с криминалом, это связано с тем, что люди сегодня приобретают алкогольную продукцию непонятно какую, какого качества. Я бы для сравнения хотела бы сказать, что мы сделали перечень муниципальных образований, да, где сегодня идет снижение продажи алкогольной продукции. Я вот знаю, что в Нанцах установлено 800 метров, по-моему, да, прилегающей территории. Но, к сожалению, я их не увидела в списке, что у них сегодня сокращение продажи алкогольной продукции потребления. То есть они в этот перечень не вошли. Всего в этот перечень вошло 4 у нас муниципальных образований, где идет действительно снижение. То есть вот те, наверное, нормы, которые сегодня приняты, действительно нужно нам сегодня обсудить и принять то решение, чтобы это было легально, чтобы это было контролируемо, чтобы это было действительно... Мы не говорим о том, что сегодня должны сплошь и рядом торговать. Нет, условия должны правильно сегодня быть выставлены. То есть это должно быть конкретно. Если это специализированный магазин, то это не должна продаваться, извините меня, колбаса, либо еще что-то. Мы должны четко понять сегодня, определить. И я все-таки, Виктор Николаевич, предлагаю на Координационном совете еще раз конкретно рассмотреть этот вопрос о том, чтобы все-таки должно быть четкое понятие, что такое специализированный. Специализированный – это 80% основного вида деятельности и 20% сопутствующих. Сопутствующие – это табачные, напитки и пакеты. Но хлеб, молоко и это прочее уже, конечно, ни в какие рамки не годится. Но не должны.
Второй момент, который сегодня, конечно, сегодня волнует, это время. Это удлинение до 10 часов, до 22 часов. Позиция сегодня, она высказывалась и публично, и в том числе главой, который сегодня сказал, да, и предприниматели, и общественные должны решить вопросы. Мы уже понимаем о том, что все-таки мы говорим о том, что сегодня задача предпринимателей наших сохранить. Но при этом я призываю наших всех предпринимателей четко соблюдать правила, которые установлены тем же законом. Продажа несовершеннолетним, вот сегодня коллега сказал, что сегодня продажа несовершеннолетним, она снижается. Ее вообще не должно быть по большому счету. Продажа несовершеннолетним, она вообще не должна допускаться. То есть эта работа, конечно, в принципе, вас как руководитель прописано в законе, спрашивайте паспорт, спрашивайте, в лоб нададут. То есть вы должны в любом случае себя в этом плане, если решается вопрос в этом направлении, то есть вы должны тоже четко понимать свою ответственность. В части того, что сегодня количество объектов действительно снижается, но объемы не падают. Но это объемы, которые мы фиксируем официально, которые вы легальный бизнес сегодня. А ведь нелегальный бизнес, к сожалению, процветает. И буквально сегодня, неделю назад, да, растет. И буквально неделю назад мы встречались с МВД, и у нас представители были Росалкоголь регулирования, приезжали из здания Восточного округа, кураторы. Здесь очень важно о том, что сегодня в Якутии идет очень много продукции, которая непонятно где произведена. То есть было задержание, насколько я поняла, да, Василий Петрович, тогда сказали, поправьте меня, если что. То есть полностью была остановлена машина, груженная непонятно какой продукцией. Более того, сегодня в Алдане, про который говорили, про Алдан, там в гаражах производство было. Реально в гаражах. И сотрудники МВД действительно все это сейчас выявили. Здесь два момента. То есть, конечно, здесь должно быть очень жесткий контроль со стороны правоохранительных органов. Но в части незаконного предпринимательства мы контролируем те, которые сегодня у нас законные, которых можно легко пойти проверить. А нелегальщики, они сегодня процветают, они радуются, что у нас сегодня, наверное, вот такие условия для того, чтобы они сегодня, скажем, жили, зарабатывали. И от этого им, знаете, ответственность никакую не несли. Поэтому, конечно, мы сегодня должны четко понимать и принять решение. Это несколько, то есть это изменение законодательства, Виктор Николаевич, я считаю, предлагаю. Второй вопрос, это по времени тоже рассмотреть. И еще важный вопрос, это все-таки по специализации. То, что мы сегодня с вами собрались для того, чтобы здесь обсудить. И еще у меня убедительно, то есть понятно, что есть сторонники, противники, у нас сегодня просто должен быть конструктивный разговор. Сегодня должно быть, в принципе, здесь присутствовать, скорее всего, должно быть и Министерство спорта, потому что сегодня задача, чтобы наша молодежь была доступна пойти в любую секцию, это и финансово, это, в принципе, и доступность, о том, чтобы наша молодежь нашла свои занятия. Я вам просто хочу сказать, что вот за новогодние каникулы я просто провела такое небольшое исследование, скажем, да, пока каникулы были. Я просто обзвонила все театры, я обзвонила все кинотеатры. Не было вообще свободных билетов. То есть это говорит о том, что сегодня люди действительно находятся куда подойти. То есть мы говорим о культуре. То есть сегодня привлекать людей к спортивному и культурному, у каждого свое мнение, поэтому я призываю, конечно, к тому, что все-таки нам нужно решить. И действительно сегодня для того, чтобы все-таки один из вариантов и один из моментов, наверное, элементов борьбы с нелегалом, это действительно все-таки не запрещать то, что сегодня есть, а дать действительно те официальные действующие у нас предприятия, которые сегодня отвечают за свою деятельность. У меня все. Спасибо. Снижение количества изъятов бюджета, налоговые поступления, какая сумма? Сегодня, конечно, то, что у нас снижение это было, потому что наш предприниматель, лицензиат, он все равно платит. То есть он один, тот же самый ремикс имеет, грубо говоря, 60, он все равно платит налог, понимаете. А вообще снижение прошло лицензиатов за счет того, что они наши ушли на другую систему. Они же ушли, что... В денежном выражении местный бюджет сколько потеряли? Я сейчас вам не готова это сказать, я не прочитала. Вы можете это рассчитать? Реализация алкогольной продукции до упрощенки возможно до сих пор? Не закрыли? Нет. Пиво. Пиво же возможно?
У нас проблемы с этим. Это по пиву вообще как бы, да. А можно еще вопрос такой очень важный? Людмила Владимировна, спасибо за такую интересную информацию, статистику. Как вы относитесь к тому, чтобы лже-кафе регулировать прилегающими расстояниями? То есть, получается, на сегодняшний единственный способ их регулировать, муниципальное образование, это принятие прилегающих расстояний. Мы же можем подобрать прилегающие территории так, чтобы не задеть рестораны и... Я поняла, спасибо за вопрос. Но вообще практика, как показывала, да, достаточно, в принципе, хотелось бы в этом, наверное, моменте сказать, выразить о том, что благодарность всех органов, в том числе полиция и окружной администрации, сколько работали. То есть мы выезжали, буквально выясняли о том, что мерили шагами всеми метрами, да, метражами, то есть понятие о том, что нарушающие прилегающие территории, эти предприятия закрывались. То есть, ну, вынуждены, да. Сегодня по прилегающим территориям вообще очень сложно сказать, потому что вы знаете прекрасно, что проект постановления правительства Российской Федерации, он согласован, когда он будет подписан, где для всех субъектов сегодня установлено единое расстояние. Причем мы писали согласование. Да, согласование мы буквально в декабре написали. Нет, в декабре у нас приходило, мы направили на согласование. Причем там установлено было 50 и 30. Мы выразили свое мнение абсолютно... 80 и 30 было. От республики мы, да, то есть мы немножечко, конечно, мы установили порядка 200-150. Вопрос можно? Вот как у вас прозвучало, значит, снижение, значит, по времени, снижение, значит, надо решать эти вопросы. А вот с учетом той статистики, которая прозвучала с двух сторон, да, вы не допускаете ли? Не допускаете ли того, что действительно, естественный вот этот процесс, он пошел, как говорится, на пользу и снижение вот этого потребления, может быть, здесь существует снижение потребления естественным образом, что люди действительно стали меньше. Вот у вас это не прозвучало. Снижение потребления я сейчас не могу сказать, потому что у нас официальные данные официально действующих лицензиатов, которые предоставляют свои отчеты. Но в этой статистике нет нелегального оборота. Мы не знаем сегодня, сколько ее возится и сколько ее пьют. И кто тут данные может сказать сегодня. То есть вы не допускаете, что положительный эффект присутствует? По времени? По вашему, вот то, что мы ввели, да? Нет. Вот как раз мы, вот то время, то, что ограничение мы сегодня установили, оно как раз, еще раз повторяюсь, что как раз привело к тому, что у нас количество ЛЖКФ сегодня увеличилось. Понимаете? Их больше стало. Просто стало больше. Можно, пожалуйста, коротко? Как вы считаете, ограничение по расстоянию дает какой-то положительный результат, при том, что есть бутлегеры? Ведь бутлегер, он в любое время суток привезет куда угодно. В школу, в детсад. Я поняла ваш вопрос. Я, наверное, сказала в своем выступлении про Намский луз. Намский луз — это вот вам прямой, 800 метров. Но он не входит в число, где снижается потребление или по продаже алкогольной продукции. Вот пример. Где они берут. Причем это еще мы берем данные, которые официально отчитываются. Здесь бутлегерство не рассчитано еще. А ведь там как раз таксисты у нас и продают, вы же знаете. А вот вопрос. А вот в этом Восточном клубе же наоборот отчитывались, что Намский луз у нас самый передовой по социальным демократическим. Я сегодня беру те данные, которые Росалкоголь регулирование скинули. Которые дальневосточные? Ну, у нас официальный Росалкоголь регулирование дальневосточный. Где можно с ними что-то знакомиться? Ну, в Москве на сайте. Хорошо, спасибо. Все, да, тогда. Спасибо, Ирина Владимировна. ФПК Якутия, представитель Семенов. Давыдов. Давыдов. Имя, отчество? Юрий. Добрый вечер. ФПК Якутия вообще выступает как бы за здоровый образ жизни, за культуру питья, скажем так. На самом деле, вот качественной легальной продукции. То есть, и мы главной проблемой считаем именно незаконный оборот контрафактной алкогольной продукции. Дело в том, что многие могут считать, что нелегальный оборот как бы бутлегеров, скажем так,
не таким большим злом, но на самом деле, если задуматься, то бутлегеры не платят налоги, во-первых. Во-вторых, как правило, они связаны с криминалом. В-третьих, с коррупцией могут быть связаны. А также они не отвечают за качество реализуемой продукции. То есть, что чревато массовыми отравлениями среди населения. Достаточно привести пример, который произошел, случай, который произошел в Иркутской области. Это вот отравление боярышника массовое, да, из последних случаев. Поэтому мы главной проблемой все-таки считаем борьбу, главным вопросом считаем борьбу с контрафактной продукцией, с незаконным ввозом. В данной связи у нас есть ряд предложений. Это мы предлагаем все-таки ужесточить наказание, ввести такую меру наказания в виде административного ареста на срок до 5 суток в отношении физического лица, допустившего незаконный оборот алкогольной продукции, либо увеличить до 1 миллиона размер административного штрафа. Так, второе, мы предлагаем ввести материальное поощрение, такую меру, как материальное поощрение в размере 10 тысяч рублей за сообщение о фактах незаконного оборота алкоголя. Вы оплачиваете, видимо? Источником предлагаем сделать средства от административных штрафов за незаконный оборот алкоголя, поступивших в республиканский бюджет. Бюджет не является персонифицированным, так вы должны сказать, из республиканского бюджета. Республиканский бюджет. А там не делится откуда. Вот. В-третьих, мы хотели бы все-таки отметить положительную работу органов внутренних дел. Также нам известно, что они уже начали работу по усилению работы по организации постов ГАИ на въездах в республику. Это в Ленском районе, там, в Нерюнгинском районе, Мирнинском и Амиканском, с целью выявления и пресечения ввоза нелегальной алкогольной продукции автомобильным, железнодорожным и речным транспортом. Мы считаем, что данная мера связана с тем, что контрафактная алкогольная продукция главным образом ввозится из-за пределов республики. По причине отсутствия в регионе производства алкогольной продукции, кроме ФК. Дело дано. Да. Все? Вопросы? Вопрос. Вот предыдущий оратор нас говорил, и сейчас вывод, ваше предложение звучит в адрес МВД. Да? А почему не предложить, что действительно тотальная проверка, допустим, да? То есть поставить, действительно, контроль такой на том уровне, который у вас не было бы причин сказать, что действительно на сегодняшний день, нет этой проблемы о контрафактной продукции. Совершенно исключить ее. А вы ходите, как говорится, вокруг да около, сейчас прозвучало, что действительно мы не признаем действительно положительный эффект, потому что действительно звучит обидно для молодежи, я считаю, да, что она совершенно нет положительного эффекта. Только контрафакт и так далее, и так далее. Почему действительно не настоять сейчас, не выйти с предложением на конкретность, чтобы отчитывалось, допустим, МВД, почему там где-то у нас эти были случаи, и почему идет, вы говорите, чтобы люди там занимались только им, 10 тысяч там платить. Но может быть действительно поставить на жестко, все-таки достаточно у нас в органах МВД тех структур, которые могли бы действительно тотально закрыть этот вопрос полностью. И, действительно, решить их всех, что у вас не было таких притязаний к тому, что действительно у вас именно на контрафакт у вас упор идет, на тех же таксистов. Практически можно, совершенно это полностью зашить. Полностью согласен. А можно спросить, ППК Якутия через эгоист продает свою продукцию? Да. И тогда вопрос, что же контрабанду связываете? Потому что незаконники, я на рейды ходил, все без этих кассовых аппаратов эгоистов продают. Кстати, вашу продукцию. Я не могу ответить на этот вопрос. А можно вашу продукцию продать и без аппарата? У вас не спишется какая-то система, есть учета? Сколько у вас такой несписанной продукции через эгоист?
У нас все легально, все прозрачно. Нет, у ну нас мы же, все проходит через он же покупает. Нет, теперь это легально, а продают Да. нелегально. Второй оборот, да, пошли. И продали это уже. Второй оборот. А вообще бьются у вас дебет-кредит? Ну я вот не специалист в данной области, поэтому Тоже интересный вопрос. Дальше. Спасибо. Все, да? Спасибо. Лынкин Матвей Иванович, активист здорового образа жизни. Человек, знающий это дело. 4 года занимались. 20 лет. Ну, дорогие друзья, всегда у нас этот вопрос спорный, всегда острый. Почему? Потому что мы всегда спрашиваем, как же нам ограничить у тех людей, которые сами продают. Если бы я заинтересован в продаже, у меня одна цель – увеличить продажу. Сегодня мы, к сожалению, не затронули ни одного федерального закона. Представители министерств тоже об этом забыли. Есть федеральная концепция о снижении масштабов употребления. Она заканчивается в 2020 году, то есть остался год. К вашему сведению, наша республика, несмотря на такие, как все говорят, радикальные меры, всего снизила на 20%. Осталось 50%. Как же еще ограничить? Почему я так говорю? Потому что это связано с майскими указами Владимира Владимировича, где говорится об увеличении средней продолжительности россиян до 78 лет. Это главная установка. Что мы должны делать? Если мы учитываем употребление алкоголя как просто, да, но это очень сильный фактор ухудшения здоровья населения. Кстати, в этой концепции четко говорится, что о том, что здесь должна быть прежде всего защита жизни и здоровья граждан по отношению к экономическим интересам участников алкогольного рынка. Поэтому меры сегодня должны быть конкретные. Мы, конечно, говорим там очень такие обыденные дела. Например, мы говорим, легальное, значит, ограничивается, а нелегальное растет. А вы знаете, что есть закон теории трезвости, который говорит о том, что значит, чем больше легальной торговли, тем больше нелегальной. Почему? Откуда берутся алкоголики? Они же не с космоса прилетают. Все начинают как все. По праздникам, культурно, умеренно, как все. Уже сегодня в России статистика говорит о том, что каждый 6-й культурно пьющий человек впоследствии становится алкоголиком. Кто бежит в точки, кто бежит в бутлегеры, кто идет? Нормальные люди не ходят туда. Кто идет? Зависимый человек. Вот вам и результат. Чем больше легальной торговли, тем больше нелегальной. Это закон, это теория всех стран. Вот это мы должны четко помнить. А потом говорят, налоги там потеряли и так далее. 1 рубль выгода от продажи алкоголя для государства оборачивается 6 рублями убытка. Это пожары, это убийства, это ДТП, это здоровье, это больные дети. Сегодня, к сожалению, детские дома, неполноценные дети, все в очередь стоят. Об этом мы должны думать. И я очень часто слышал, когда разговариваю, только человек вступает в алкоторговлю, да, спрашиваю, ну зачем тебе это? Он говорит, если я не буду продавать, кто-то придет, обязательно буду продавать. Вот это вот такое отношение, оно присутствует. Если не я, то кто-то придет. Мои деньги возьмут. Поэтому они предлагают, давайте нам одинаковые условия. Почему кто-то должен там в центре выгодные условия продавать, а мне вот это вот не достает. И вот очень много предложений было, я хочу озвучить сегодня. Для всех за городом место выделить и там продавать. Для всех одинаковые условия. Очень хорошо, очень грамотно. И употребление алкоголя резко снизится. И контролировать хорошо. И контролировать хорошо, и МВД работает хорошо. Вот это предлагаю. А как это сделать? А как это сделать? Сегодня единственный рычаг, единственный метод – это увеличить расстояние прилегающих территорий. Все. Оно касается всех. И ЖКФ, и кто сейчас появляется. Кстати, те, кто
до 17 года, марта, открыли, они должны доработать. То есть рестораны и так далее, все. Вот мы предлагали такой вариант. Он, мне кажется, очень такой приемлемый. Почему? Потому что как грибы уже кофейни должны расти. Вот таксисты обрадуются. Значит, да, это тоже контролируемо. Что касается Грузовые пойдут что касается бутлегеров, да, бутлегеры, они что делают? Они днем закупаются, они днем закупаются, а ночью продают. То есть этот алкоголь, нам говорят, вот, нелегальный рост и так далее. На самом деле все зафиксировано. Когда мы говорим качественный алкоголь и некачественный алкоголь, мы себе лукавим. Качественный яд или некачественный яд. И речь идет об этом. Поэтому, уважаемые друзья, мы сегодня должны прийти к конкретному результату. Вот сегодня нам какие-то цифры назвали. Мы тоже провели статистику. Давайте посмотрим. Давайте, вот когда методика оценки, методика регистрации преступлений меняется, все меняется. Поэтому, когда даже говорят, вот рост преступности в каком-то году был такой, а в этом году вот такой, посмотрите методику. Раньше МВД сами регистрировали, а сейчас прокуратура. Разница есть? Я думаю, очень большая разница есть. В разы будет увеличено количество преступлений. Поэтому здесь то, что мне все время сегодня звонят, говорят, вы плохо работали, вы там ничего не добились. Я хочу привести вам федеральные цифры, если вы я скажу, что те, кто сомневается. Федеральный рейтинг. В 2015 году Республика Саха-Якутия занимала 70-е место. По потреблению алкоголя. По там 6 показателям оценивается рейтинг трезвости. Значит, на сегодняшний день Республика Саха-Якутия на 45-м месте. Есть разница? Там и смертность, там и продажа алкоголя, там и ограничение времени, во времени, и преступность пьяная. Все есть. Или мы им не верим. Поэтому говорить, что ограничительные меры вообще ничему не привели, это вообще, как говорится, неправильно. Абсолютно неправильно. Мы еще должны увеличить, потому что у нас есть концепция федеральная, у нас есть задача увеличить среднюю продолжительность жизни населения, значит, до 78, до 80 лет. Поэтому все, кто сегодня работает в правительстве, это как ориентир. А для этого мы должны именно ограничить употребление алкоголя. Потому что это самый главный фактор ухудшения здоровья, смертности людей. Да, внешний фактор сегодня на 2-м месте, если вы не знаете. Люди умирают на пожарах, ДТП и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что сегодня мы должны тоже ориентироваться на, прежде всего, здоровье, защиту здоровья и жизни граждан. Вот это самое главное. Спасибо. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Василий Иванович, по вопросу. Тук-тук. Здравствуйте. Вопрос такой. Цифры, которые вы озвучивали, они достаточно лукавы. Да? И методика подсчета, да, очень много всего. Я вам скажу, я даже не скажу, это Всемирная организация здравоохранения, я с вами готова спорить. Уровень потребления в пересчете на абсолютный алкоголь во Франции, в Италии, в Испании, во всем мире, в Японии значительно выше, чем у нас. А продолжительность жизни значительно больше, чем у нас. И качество жизни выше. Потом далее. По запрету в алкоголе. Недостаточный пример Америки 30-х годов. Недостаточный пример Советского Союза 85-го года. Это сколько было запретов, от толку с того. Только получили Аль Капоне, мафию чикагскую и так далее. А ни к чему это не привело. Мне кажется, здесь надо не увеличивать размеры расстояния до точек торгующих, а контролировать реально жестко рынок. Почему? Потому что действительно многие докладчики говорили об этом, что
легальный негациант, он боится нарушать закон, а нелегальные торговцы, вот они вообще ничего не боятся. Штраф заплатил 2000 или сколько там, и все, и до свидания. И вот он как раз торгует, вот он как раз этот нелегальный торговец, вот он спаивает население. Почему? Потому что алкоголь-то некачественный. Вот, это в первую очередь. То есть здесь, мне кажется, проблема в качестве потребления. И то, что сказано, не все только зарабатывают на алкоголе. Многие хотят культуру просто потребления прививать. И в этом проблема. А Мархаям об этом еще сказал. Важно не что ты пьешь, когда, а важно с кем, сколько. Понимаете, очень проблема. А не запрет. Запрет уже делали, толку в ноль. Все, спасибо. Да, хорошо. Вот 85-й год Горбачевский так называемый сухой закон, он не сухой закон был, он 4,5 литра употребления все-таки оставалось на душу населения. Так? Второе, значит, 85-й год, 87-й год, за 40 лет истории СССР на 40 миллионов детей больше родилось. На 1,5 миллиона, да, на 2 миллиона. На 2 миллиона детей больше, да, на 2 миллиона детей больше родилось. Так, насчет чего там еще? Культуры питья? Качественный яд или некачественный яд? Прошу прощения, вы немножечко мои слова перекрутили. Сегодня Россия является одним из самых пьющих стран мира. 4-е место. А вы говорите, Франция перейдет, а там Франции впереди нету. И других стран тоже нет. Поэтому давайте тут вещи называть своими именами. Василий Иванович, вы в недалеком прошлом сами выдавали лицензии, правильно? Ну, это нормально, да? Когда ЗОЖнику выдали такие полномочия. На 44% сократилось количество торговых объектов. Ну, скорее всего, благодаря наверное, принятым законам. Да. Скорее всего, наверное, лицензии сократилось, не торговых объектов. То есть, когда вы внедряли, были одним из тех, кто поддерживает этот закон, когда его внедряли, в каком году? В 2015 году. В общем, вопрос, ну, короче говоря, да, вопрос такой, вот каким образом у ремиксов магазины в гаражах? Ремиксы в гаражах и не только ремиксы. Ремикс и, ну, и другие магазины, те магазины, которым вы выдавали лицензию. Он говорит, нежилое же, так оно и не торговое. Но закон же не видит там, да, что гараж, не гараж, значит, нежилой, значит, нежилой. А люди, которые просят лицензии, они же ушлые люди, да? Они закон знают, они просто продуха не дадут. Но я честно вам скажу, я никому просто так по блату лицензии не раздавал. Просто когда этот закон внедрялся, мы от предпринимательства в свою очередь прогнозировали все эти негативные явления, которые мы сегодня видим. Лжекафе, алкомаркеты на каждом шагу, в каждом квартале. Правильно? Это было бутлегерство, это мы тоже говорили. И это все сегодня есть. Сокращение количество торговых объектов на 44% это негативный, да, фактор? Ну, не знаю, при таком Тех, кто продает, обильном явлении, как ремикс в каждом квартале, я не могу сказать, что они сократились. Сократились, может быть, лицензии, но не те объекты, которые продают алкоголь. У нас просто произошел передел рынка. С маленьких магазинов ушел алкоголь чисто в определенные компании Ремикс, Шанс, Алмаз. Ну, вы же согласитесь с этим. И сейчас, если продлять время, это, мне кажется, опять-таки будет в интересах крупных магазинов. Это первое, да. И второе, что хотела сказать. Вы, может, удивитесь, но я вот как предприниматель, представитель предпринимателей шаговой доступности и как человек, ну, наверное, где-то соглашусь с вами, что в том моменте, что алкоголь возможно вынести за черту города, чтобы были все на равных условиях. Да?
Ну, я думаю, что вот чисто с законодательной точки зрения это маловероятно, потому что, Почему? как Ирина Владимировна сказала, Прилегающей территории меняется расстояние? ну, расстояние же уже на федеральном уровне. Федералы собирают эти полномочия. А так я за то, чтобы были одинаковые условия для всех участников рынка. И не создавать искусственно какие-то приоритеты определенным лицам. Спасибо. У меня вопрос. Это выступление, видимо, Выступление, у меня вопрос. Ну, в связи с вашим по концепции государственной политики по снижению потребления алкоголя, там нужно эту политику вести без учета интересов участников алкогольного рынка. Здесь как раз пытаются наоборот их учесть. Это противоречит государственной политике. То есть у нас еще в республике мы будем против государственной политики в этом отношении вести разговор. И там одна из мер – это снижение доступности к алкоголю. И если говорить о том, что вынос за пределы, можем обратиться к народу. Мы тут все апеллируют к населению, к народу. И надо провести референдум, как в Жиганский. Там, может быть, да, формулировку отчеканить, 2-3 вопроса, и провести этот референдум. Республиканский. Абсолютно согласен. И в столице. Потому что вот недавно Екатеру провели блиц-опрос интернет. Там многие пожилые, конечно, по интернету, как говорится, не голосуют, да? Но, несмотря на это, 61% поддержали сторону трезвости. И ранее информационный центр главы республики проводили опрос, соцопрос проводили, и везде показывает от 60-70% поддерживает трезвость. Поэтому сегодня уже настает вопрос о проведении референдума конкретно, да, что пусть народ скажет. Как законодательная база. Да, а то получается нечестно. Вот те, кто торгует, они, конечно, заинтересованы за увеличение всех параметров. Ваше право организовывать референдум. Да, но это надо организованно, конечно. Вот можно сразу, да, возразить вам по этому поводу. Вот если будет такое создать референдум, вот вы сейчас играете на простых человеческих чувствах. Вот кто скажет, мы за алкоголь, мы вот хотим, чтобы все это было рядом. Но нет же, люди же хотят тянуться к хорошему. Они скажут, да, мы согласны, чтобы все вынесли за... А вы подумайте, какие будут последствия. А какие? Это будут рестораны и те же кафе на каждом шагу опять. Еще хуже усугубится эта ситуация. В 2015 году нас пугали, что имеем. Вот закон, когда многоквартирные дома. Девушка, у вас второе выступление. Давайте вопросы все-таки. Кто там хотел вопрос? Я хочу, все-таки, закон мы можем принимать какие угодно, запретительные, заградительные. Они так не работают. Они работать не будут, Виктор Николаевич. Тут говорили про Алдан, да, в 2 раза с советскими временами сократилось количество алкогольных преступлений. Ну давайте посмотрим, насколько сократилось население. Во-вторых, мы же знаем, что стало меньше старательских артелей. Люди, которые там работают, они в основном уже работают местные, а не те, которые выходили из тайги по осени и пили безбожно. Это один вопрос. Алдан, Ерунда, я хорошо знаю. Я вас уверяю, что в любое время суток в шаговой доступности можно найти алкоголь. Торговый центр Алдан, это только полиция нас не знает, и власть не знает. Торговый центр Алдан, в 11 часов дня захожу, алкомаркет открыт. Спрашиваю, а вас тут не гоняют? Меня товарищи из Средней Азии смотрят меня как на дурака. Что за вопрос я задал? Это центр города, торговый это алкомаркет. Ну и так дальше. Я хочу к чему свести все. СТ Холонко 1-2 июля, да, в Алдане мы были. Ну, случилось так, что после 8 вечера зашел в магазин шаговой доступности, не специализированный. Говорю, девчонки, ну выручайте. Они, нет, не продаем. Наугад, говорю. Да я же полгода у вас назад приезжал, покупал. Они говорят, ну вот сейчас пройдет СТ Холонко 3 дня, и все будет по-старому. О чем это говорит? Кто им сказал? То есть это пришел или полицейский, или прокурор, или там кто-то из администрации. Все знают, но никто с этим не борется. Запретить, чтобы они еще дальше просто жирели, вот эти люди. Вопрос законы есть, но они не исправляют. Что законы не работают, и я говорю, в этой ситуации все-таки нужно больше разрешительные меры. Да, даже должностные лица же должны отвечать за свои должностные обязанности. Все, ответили. Там еще вопрос. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Александр Иконка. Я, наверное, самый компетентный человек в плане того, что по борьбе с обстоятельством, да, много лет назад мы
их провели, наверное, одни из первых в городе Якутске, да. Я хотел бы спросить, соответственно, да, господина Уткина, вы сами, получается, хоть одного бутлегера поймали, про ситуацию с ними и об их доходах знаете? Это один вопрос, да? И второй вопрос, получается, соответственно, вы говорите яд, соответственно, да? Нету там хорошего яда, есть плохого, да, согласен, да, но все-таки, да, вы какие-нибудь исследования были в плане того, что, допустим, то, что продается в городе Москва, да, допустим, я как потребитель признаю, да, действительно, что там алкоголь в разы лучше, чем то, что продается у нас, допустим, в каждом подвору. Да? Это серьезно. Можно смеяться над этим, но это факт. Да? Но я таких, допустим, исследований не слышал. Да? Сам предлагал много раз, соответственно, да, то, что, не знаю, можно пойти, изъять, там, допустим, бутылку или купить, соответственно, да, отнести его в Спотребнадзор и проверить просто на качество. Там, что, по сути, это никто не проверяет, что там в этих теграх, соответственно, льется. Это они, и мое мнение чисто, да, мы в свое время, получается, не только ловили, соответственно, бутлегеров, да, а практически продавали, занимались бутлегерством, да, но это было на фоне того, как мы делали такой социальный эксперимент, да, на предмет того, что есть ли спрос, и примерно просчитывали, соответственно, доходность этого бизнеса, да, давали объявление, получается, да, и это было даже год назад, не два. Естественно, спрос есть огромный, можно 1000 положить, получается, буквально за 4 часа сделать 5. Этим занимаются студенты. Когда мы в 2013 году этим занимались, да, то есть ловили бутлегеров, да, когда это было, получается, просто студенты, которые занимались, да, соответственно, с машин торговали, да, потом они выросли. Мы даже ловили в тот период бывших сотрудников полиции, которые занимались, их же коллеги, которые сейчас выступали, они их ловили, получается, да, с нами. Причем, кстати, сотрудники полиции особо как бы наши инициативы не придерживались, да. Вот. Они сейчас легализовались, сейчас торгуют уже, имеют кафе, рестораны и прочее. Вот такой план. Спасибо, мы прошли. Хорошо. Ну, насчет бутлегеров, да, мы 3 года ловили. Регулярные рейды. Ну, я не могу сказать да, мы совместно с можем объединиться, да, да. Теперь насчет лабораторий, конечно, там много исследований, много научных трудов, но везде все говорится, что это протоплазматический яд. Об этом Карл пишет подробно. Да. И более того, вот, когда жалуются на нелегальную торговлю, на суррогат и так далее, есть случаи, когда нелегальный алкоголь был качественно лучше, чем легальный. Да. Даже вот так. Поэтому я считаю, что это яд, он везде яд. Качественный яд или некачественный, от этого здоровее не становитесь. Все равно отрава есть отрава. Я все-таки прошу еще раз ответить конкретно, да. Проводились ли такие исследования, какие результаты есть? Ну, здесь мы не проводили. Не было? Все, понятно. Давайте проведем тогда. Здравствуйте. Я студент СВУ ГРП 16-го года. И я тут впервые, и я там тоже видел, что там вот, и вроде бы. Университет? Да, университет. Ну, я факультет всего. Я знаю, что человек уже привык к такому времени уже много веков выпивать алкоголь. И это время мы можем даже ограничить, и это ничего не получится. Я знаю, что можно научить человека с малого возраста не пить алкоголь. Начиная с детского сада, например. Я думаю, это поможет. Выступление у вас? Вопрос. Вопрос. Можем ли мы себе позволить праздник общественный, который мы сами знаем, без алкоголя? Какой праздник? Ну, например, любой. Он без алкоголя. Он вообще по закону без алкоголя. Не хочется... А 9 мая? 9 мая развивает. Он вообще нормальный вопрос задал. Вы не лукавьте, а хорошо, правильно ему ответили. Молодой человек правильный вопрос задал. Вот. И попробуйте вы на него ответить, на этот вопрос. Как можно праздник отметить без алкоголя? Да. Вот ответьте вы ему, пожалуйста, сейчас. Очень просто. Очень хорошо. Вот у нас села, которые запретили продажу, у них уже мода пошла на безалкогольные свадьбы. И сейчас все говорят о том, что раньше думали, что без алкоголя праздник не получится. А сейчас, когда уже
эта традиция вошла, безалкогольные свадьбы гораздо лучше, чем алкогольные. Да. И еще хочу здесь добавить, да, вот когда говорят, значит, воспитайте детей, научите своих детей не пить алкоголь и так далее, да, то тут есть очень один важный момент. Если продажа алкоголя очень сильно распространена, она любую агитационную работу продавливает. Это наркотик. Как наркотик он продавливает. Поэтому, чтобы население вот оздоровилось, надо с двух сторон вести работу. Это называемый метод прессы. С одной стороны, это агитационная работа хорошая, и с другой стороны, должны быть обязательно ограничительные меры. Вопрос, да? Здравствуйте, я как с вами встречаюсь, я постоянно задаю вам вопрос. Вы как у нас такой закоренелый зожевец, и вот я спрашиваю вас, где антиреклама? Антиреклама. Ну, реклама здорового образа жизни. Да, да. Где у нас по городу, где? Реклама ЗОЖ? Да, хотя бы просто папа, не пей, как было в советские времена. Но у нас очень мало. По городу. Да, на это выделяется средств, вообще не выделяется. Блин, да вы мне это каждый раз, как мы встретились, через каждый год вы мне говорите, денег нет у нас. Но вы пройдите по коммерсантам, значит, по предпринимателям. Все, что могу, делаю. Я из скандинавской. А вы сколько сделали таких продаж? А почему я-то должен делать? А почему он должен делать? Так вот, так, еще. Вот мне как раз вопрос, почему... То, что вы говорите, значит, увеличить продажу по времени, не принесет результатов. Нет. Да, вынести за город тоже не будет. Каждый водитель такси будет ездить с бутылкой. Пусть попробует. Да попробуйте на конец 50-х годов. Поймите, ГИБДД будет работать. это уже проходили. Не, доступность убираем, сразу уменьшается объемы продажи. Это однозначно. Законодательная инициатива обсуждаем или у нас тут брифинг? Да не говорите. Давайте дальше вопросы задают. Сколько денег с бюджета вы потратите на администрирование и на поимку бутлегеров? Почему? Ну, сколько нужно какое количество полицейских нужно для этого? Я сам участвовал в поимке бутлегера, там участвовало 5 полицейских. И один полицейский мне сказал, это выставил по мухам, потому что мы его поймали, штрафовали, а он этот штраф окупит за один день. И на это используется 5 полицейских, которые получают зарплату. Понимаете, за что могут платить? Вы что, хотите всех полицейских занять на этом выставле? Нет, ну если одного, вот насколько сегодня мы знаем, закон вступил уже год больше, да? А ни одного человека по этому поводу еще не посадили. На чего? 14 до суда довели? Нет, 14 до суда. До суда не дошло. Поэтому... 30-50 тысяч, это не быстро окупится. Нет, там до года тюрьмы. Это потом, при повторном. А при первых первоначальных представителях... А первое административное. 30-50 тысяч. 30 тысяч. Это не так легко. Так, вопросы еще, пожалуйста. Давайте следующему дадим слово. Да. Пожалуйста. Все, спасибо. Уважаемый Башарин. Все еще. Башарин, давайте слово дадим. Спасибо, Матвей Иванович. Слово предоставляется Башарину Карлу Юрьевичу, доктору медицинских наук, профессору. Уважаемые участники совещания, я как человек, который длительное время занимался изучением вреда алкоголя, как врач-патологоанатом, проанализировал работы физиологов, невропатологов, психиатров 19, 20, 21 веков, сформулировал закон трезвости, подтвердил их выводы о том, что алкоголь опасен в любой дозе. Самые малые дозы алкоголя. Я сейчас вам покажу результаты моих исследований, так, как врача-патолога-анатома. Ну, во-первых, закон трезвости, вот. Я буду очень краток. Видите? Трезвость – это полная свобода живых существ, включая человека, от алкогольной, табачной, наркотической запрограммированности и фактических отравлений. Ясное, четкое отражение головным мозгом окружающей действительности, естественное, творческое, единственно разумное состояние живых существ, человека, семьи, общества, народа. Нарушение закона ведет к вырождению и гибели живых существ и всего человечества. И этот закон спасет все человечество от всяких
наркотиков. Алкоголь это легальный, и табак наркотики. А еще есть нелегальные наркотики. Вот это очень страшно. И надвигаются они, спайсы, синтетические наркотики и так далее. Вот о чем речь идет. Поэтому я этот закон сформулировал в 2013 году, опубликовал в учебном пособии, и как эксперт по вопросам сабриологии был приглашен в Общественную палату России, где показал материалы свои и этот закон, и попросил, чтобы меня и моих соратников Жданова, Маюрова пригласили в Госдуму, чтобы мы им рассказали. Надо начинать с головы эту информационно-разъяснительную работу. И вообще, это самое главное, информационно-разъяснительная работа. Ежедневно, ежечасно и постоянно. Во всех средствах СМИ, по телевизору, по радио и так далее. Народ не знает о действии алкогольных изделий. Это наркотик страшный. И об этом уже давно уже известно. Я как учредитель Международной академии, один из учредителей Международной академии трезвости в 2003 году. Меня там избрали вице-президентом. Вот, и мы в прошлом году состоялся 27-й форум, обсуждали вот это формирование трезвости у молодежи. И, короче говоря, пришли к выводу, что обратились ко всем правительствам во всех странах, чтобы из протоколов исключили вот, встреч, там, делегации и прочие алкогольные изделия. И направили это, значит, рекомендацию Путину Владимиру Владимировичу, что он на период президентства полностью отказался от употребления пива и алкогольных изделий. Поэтому вот надо начинать с информационной работы. Поэтому я предлагаю, чтобы тут записали это предложение. Информационно-разъяснительная работа. Да. Теперь нет, значит, все эти вот алкогольные изделия там, качественные, некачественные, такого деления не должно быть. Это придумала мафия, люди, которые обогащаются на этом деле. Вот о чем речь идет. Вот, поэтому дальше, вот посмотрите, вот головной мозг 6-месячного плода ребенка, так? Родители, мать не пила, не курила. А вот такой же мозг, так, у женщины, которая употребляла и курила, уменьшен в 2 раза головной мозг. Дальше, вот посмотрите, юноша первый раз попробовал рюмку водки, так, и захлебнулся в рвотных массах. Асфиксия. Дальше. Вот посмотрите, вот это уникальный слайд, единственный в мире. Вот вскрывали алкоголик из психиатрической больницы. Головной мозг уменьшен до размеров кулака, так, сосуды все склерозированы, печень тоже уменьшена, и почки и так далее, и сосуды. Отрезали одну ногу, потом вторую. Вот такая картина. Вот это надо показывать всем. Так, вот посмотрите. Вот это половые клетки человека. Нормальные, видите, яйцеклетка круглая. Сперматозоиды. Через 15 минут после употребления, так, бокала шампанского, бутылочки пива и рюмочки водки, изменение половых клеток. И рождаются вот такие дети половые, уроды. Вот такие. Вам нужны такие уроды? Кому они нужны? Вот посмотрите, вот такие. Это экспонаты моего музея. Вот недавно приезжал Моисеев Олег Олегович, тут проводили семинар. Сейчас он побывал там в Алдане, в Нерюнге читает, так? Он был в музее, он поразился, говорит, самый лучший музей, где вот можно увидеть своими глазами. Поэтому предлагаю вот, проводить информационно-разъяснительную работу, во-первых. Во-вторых, поддерживаю Матвея Ивановича. Надо вот эти вот торговые точки все за город вытащить, и все. Это опыт многих стран.
И не надо говорить тут с таким умным видом. Вы занимались этим вопросом или нет, когда задаете этот вопрос? Нет. А вот академики Международной академии трезвости это уже знают давным-давно. Вот поэтому вот ограничить доступность, вот о чем речь. И таким образом далее, еще я предлагаю, значит, выбирать во властные структуры людей, которые не употребляют алкогольных изделий и не курят. Учителей тоже, врачей тоже. Ведь больше половины врачей употребляют и курят, к сожалению. Вот так, вот тогда будет. И всего родителям тоже надо читать, чтобы они воспитывали своих детей. Идет информационная война. Нас хотят погубить, это орудие геноцида, попросту говоря, так? Вот о чем речь идет. Об этом надо нам подумать. Поэтому я заканчиваю свою краткую речь призывом. Вот обращаюсь к вам, чтобы вы с сегодняшнего дня отказались от употребления алкогольных изделий, табакокурения, вели трезвый здоровый образ жизни, личным примером воспитывали своих детей, как патриоты своей Родины, как Углов Федор Григорьевич, человек, который прожил 104 года и делал операции, хирург с мировым именем, получил сертификат, самый долго практикующий хирург. Вот. Он пригласил меня на свой столетний юбилей, вот как Таврический дворец, 5 октября 2004 года. Я там выступал от имени всех врачей России, Республики Саха-Якутия, от профессорско-преподавательского коллектива Якутского государственного университета студентов. И поздравил его со столетним юбилеем. Я его лично знал, видел, общался. Поэтому разработал проект «Угловские чтения» и могу читать лекции. При большом количестве людей, пусть хоть 10 тысяч будет. Вот такие надо лектории проводить. Вот тогда народ поймет, в чем дело. Спасибо за внимание. Слушаю. Журналист, вы ни один вопрос я задаю медикам, только шупостей. Извините, конечно, уважаю вас там, и так далее, да. Вы так хорошо говорите. Хорошо, СПИД, болезнь мира. Программы приняты, работают. А что же алкоголизм тогда не принят? Даже в Российской Федерации, объясните мне. У нас программа заболеваемости народа алкоголизма у нас нету. Почему? Я имею в виду медосвидетелей нету. Но программы всероссийского масштаба-то нету. Есть. Я считаю, что данная проблема, она состоит в том, что... Но это не медики решают. А, нет, я его профессора спросил. Какое отношение к этому? Надо принимать такую... Надо, конечно, надо. Следующий вопрос. Следующий, кричит заведующий. Кто? Спасибо. Так, уважаемые участники, сейчас мы... Так. Виктор Николаевич, можно еще? Виктор Николаевич здесь? Здесь. Да, пожалуйста. Вот, в общем-то, хотелось бы первое, что отметить, полностью согласен. Представьтесь, пожалуйста. Я общественный деятель от Союза «Вместе мы сила», представитель. В общем-то, первое, что хотелось бы отметить, полностью согласен с предыдущим лектором. В общем-то, в плане того, что алкоголь это плохо, это естественно плохо, с этим необходимо бороться. Но вот несколько важных моментов хотелось бы уточнить. Тут что-то делим сейчас или что? Вопрос касаемо того, что если есть потребность и если есть ресурс, который может удовлетворить эту потребность, ни одни ограничения не помогут. Вот. И, в общем-то, может быть, немного не там делаем упор. Может быть, наравне с нас с вами, в общем-то, я имею в виду возраст, необходимо больше агитацию проводить на детей дошкольного возраста. Я просто по себе сужу, что в школьные годы у меня, в общем-то,
с 8 до 9, с 8 до 6 я занимался. Это были спортивные секции. Всю жизнь я занимался различными видами спорта, от плавания, в общем-то, до контактных видов спорта. И у меня не было мысли, не было желания идти и выпивать там тому подобные вещи. В общем-то, я услышал много различных точек зрения, да, различная статистика совершенно. Одни говорят так, другие говорят так. Вот у меня по экспертному заключению, да, закона об ограничении, в общем-то, следующие цифры за 5 лет, ну, буквально вот для того, чтобы задуматься, за последние 5 лет, да, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 21,5%. Значит, в сравнении с 2015 годом, хорошо, не перебивай, это более конструктивный, я понимаю, но у всех они разные, в общем-то, у меня свои, и это экспертное заключение. Хорошо. В общем-то, насчет трезвых сел тоже сказали. Вот. Хотелось бы сказать, что по оценке мирового лидера, хотелось бы немного статистики Российской Федерации коснуться. По оценке мирового лидера среди независимых компаний, специализирующихся на стратегических исследованиях рынка в России, доля нелегального алкоголя на рынке составляет 28,5%. В общем-то, разумно полагать, что с нашими ограничениями эта доля намного выше. Это раз. И, в общем-то, представьте, сколько государство недополучает налоговых поступлений. И самый главный вопрос, что нелегальное предпринимательство, это, в общем-то, очень большая проблема легальному предпринимательству. Это важный фактор, который я хотел бы отметить. Значит, да, мы почему-то не поднимаем такие вопросы, как монополизация рынка, которая произошла, и, в общем-то, приблизительно равные объемы продаж, которые сейчас происходят. То есть все приблизительно сохранилось, спрос остался неизменным. Что-то изменилось, меньше людей стало? Нет. Людей столько же, спрос такой же. Вопрос в том, что контрафакт не учитывается. Вопрос в том, что контрафакт, в общем-то, не учитывается. Вот, при анализе. То есть учитываются именно белые источники, согласитесь. Ну, да, хорошо, что вы слышали, в общем-то, да. Все, спасибо, да? Нет, еще у меня 2 приложения есть. Да. Не, ну, необходимо, чтобы люди понимали, с чем. Хорошо. В общем-то, итак, первое приложение хотелось бы отметить то, что мы за продление времени продажи алкогольной продукции. Вот, так как мощнейший контрафакт сейчас идет и мощнейший нелегальный растущий рынок. Мощнейший. Вот. И если будут, в общем-то, продлим время, соответственно, лжекафе и бутлегерство уйдет на второй план. Они сами себя изживут. Вот. В других регионах тоже живут. Да. Я выступлю, вы меня потом спросите. Я думаю, что ни для кого не секрет, как сейчас все это действует в бутлегере. Там уже много говорили, просто неинтересно. В общем-то, это первая мера. И второй, в общем-то, мы считаем, что также необходимо вернуть слабоалкогольный, нелицензируемый продукт в магазину шаговой доступности. Почему? Сейчас почему-то у всех забрали, да? А алкоголь это высокомаржинальный продукт, у всех предпринимателей забрали и отдали определенно, да? Перераспределение рынка. Почему так происходит? В общем-то, ну и дабы не порождать эти лжекафе и тому подобные вещи. То есть эти меры, мы считаем, помогут на самом деле и предпринимателям, в общем-то, у которых, можно сказать, забрали эту возможность. Вот. Да, и мы такой позиции, что сколько не ограничиваю, в общем-то, люди, если хотят, они достанут. Если есть спрос, будет предложение всегда. Вот, ну и также считаю, что необходимо делать упор, на самом деле, на детей дошкольного возраста. Спасибо. Хорошо, спасибо. Еще буквально 5 секунд. Также хотелось бы отметить еще, в общем-то, уточнить насчет алкомаркетов, вот, насчет их специализации. Потому что сейчас у них высокая ассортиментная линейка, в общем-то у них все есть, молоко и хлеб и тому подобные вещи. И как магазинам просто даже шаговой доступности с ними тягаться нереально. Но ваше предложение в республике Саха-Якутия, правильно понял? По специализации? Да, по специализации, соответственно. Специализации писали. Спасибо. Уважаемые участники, минут 30-40 осталось. Давайте закругляться, но друг друга впечатлять может до утра. У меня предложение такое. Все-таки исходить из того. В Российской Федерации есть государственные программы борьбы с пьянством и алкоголизмом. Там есть определенная, она в следующий год кончается, но тем не менее мы должны ее исполнять. Есть федеральный закон об ограничении реализации алкогольной продукции от 1995 года.
Есть республиканский закон, который создан на основании этих документов, называется ограничение, который 2013 года, он начал работать с 2014, а не с 2015, об ограничении реализации алкогольной продукции. Обсуждаем его и просим предложения. Предложения мы обсудим, которые будут разумно, будем вносить в Госсобрание и УТМ. Вот такой подход. Ну, какие были предложения, я вначале озвучил, хотел бы услышать ваше мнение. Многие предлагают рассмотреть вопрос по продлению времени работы до 22 часов. Кстати, мне понравилось, я статистику 85 субъектов Российской Федерации рассмотрел. Самый классный закон Чеченской Республики. С 8 утра продают до 10 утра. 2 часа. Там уже запретили? Нет, пока я вижу по справочникам, да. Предложение дальше у нас вопрос все-таки по многоквартирным домам. Но глупость, многоквартирный дом, типичный типовой магазин по Ярков, классический при советской власти. Нельзя торговать в гараже за почтамтом, ради бога. Вот это нужно как-то тоже отрегулировать. И жду от вас каких-то разумных предложений. Далее, вопрос специализированного магазина обязательно проработать. Нежилые помещения в гаражах, вот видишь, нельзя. В законе написано торговое помещение, значит в паспорте, в техпаспорте должно быть написано торговое помещение, а не гараж. Да. Далее, с общепитом. Я понимаю, что проблема есть, поэтому есть предложение выходить на федеральный уровень с теми поправками, которые необходимо вносить по общепиту. Их обязательно нужно вносить. Вы не считаете, что федеральный закон не пробиваем? Я вот за 5-й созыв 3 федеральных закона провел лично. Причем по одному закону было отрицательное заключение правительства Российской Федерации. Но тем не менее мы его провели. То есть реально провести разумные вещи. По общепиту надо что-то решать. Так как он сегодня сформулирован, его невозможно использовать. Так, еще, как говорил, по улусным центрам надо решить. И надо нам как-то законодательно заставить полицию все-таки работать. Ничего не делают. 14 человек за 18 год довели до уголовной ответственности. В суд передали дело, там они штрафы, как обычно, отделались. Это саботаж. Будет отчет министра МВД, мы этот вопрос будем отдельно ставить. Это саботаж. Я предлагаю на муниципальном уровне, Владимир, все-таки рассмотреть вопрос введения специального муниципального подразделения полиции по борьбе с нелегальным оборотом алкогольной продукции. Илья Филиппович Михальчук незабвенный создал же экологическую полицию. Создали мы ее. Правда, ловили их мы. Ладно, это другой вопрос. Была создана экологическая полиция. Давайте создадим ее. Плюс общественность подключим. Но я готов раз в месяц ходить с этими рейдами, писать заявления, ходить, делать контрольные закупки. Возьму племянника своего, 15-летнего, пусть идет, покупает водку. И мы должны так работать. Это все-таки с муниципалитетами. И еще, говорят, незаконно это. Все-таки идея такая есть. Нужно по кварталам вводить ограничения. Не больше одного магазина. А то и как клопов там набьется и на каждом углу торгуют. У нас должно быть какое-то равномерное распределение, да, магазинов, они там, где... Расстояние до границы. Расстояние... Есть предложение, расстояние записано, да. Предложение вынести за город записано. За город вынести может только Светлана Владимировна. Объявит 2 километра зону ограничений, мы сразу выйдем за город. Но вопрос, если население остается, в улице центр остается. Также мы должны все-таки иметь государственную программу борьбы с пьянством и алкоголизмом. Будем ставить вопрос этот перед правительством. И мы также давали рекомендации. Государственные предприятия не должны вообще заниматься алкогольной продукцией. ФПК и Якутия акции свои отдавайте государственные, продавайте и занимайтесь сами этим вопросом. Все мероприятия, проводимые в УТМ, проводимые в правительстве, проводимые в госучреждениях, запрещено использование алкогольной продукции в каких-либо целях. Вот это такие. И плюс ко всему профессору Пашарину просим дать кафедру раз в неделю ему часовую передачу на телевидении. Пусть выступает и разъясняет про здоровый образ жизни и про тот вред, который дает алкоголь. Это же будет правильно, я считаю. Где-то вот такие рекомендации мы ждем. Еще какие вот? И еще читать лекции у вас. Вы не прочитаете, правильно, им нужно. Предложение, поехали. Предложение по времени продажи. По времени продажи, согласен, может быть, еще на 2 часа сократить, но по праздничным дням и весенне-летний осенний период сезонных работ полный запрет продажи алкоголя.
Праздники и синагоги запрет, да? Да. Еще предложение. Отопительный сезон и вот это вот окончание начала отопительного сезона. Пишу все. Еще одно предложение, можно, да? Пожалуйста. Общественный лектор «Трезвая Якутия». А вот, значит, за прошлый год мы читали лекции, нас, значит, лекторы, несколько человек. Мы ходим, значит, по школам, сосудам и вузам. Рассказываем вот как раз информационную разъяснительную работу. Проводим, как говорит Карл Владимирович Башаров, наш наставник. Так вот, эту работу мы проводим бесплатно, как волонтеры, как альтруисты. Вот вы все говорите, надо начинать с семьи. Надо начинать рассказывать про школьников, говорите. Давайте сделаем так. У нас есть фонд ЗОЖ Якутск. Вот, председателем там является Елена Ивановна Шудря, которая 20 больше лет занимается тоже вот именно вопросом трезвости. Давайте всех вот субъектов предпринимателей обяжем каждый ежегодно платить туда взносы. Да, давайте обяжем, потому что мы ходим бесплатно, мы даже иногда даже на автобус понимаете, да? А вы тут говорите, вот как начинать с семьи. У нас есть проект, республиканский проект родительских съемок. Кто-нибудь об этом знает? Кто-нибудь знает, что есть республиканский проект родительских съемок? Кто-нибудь был хоть раз на родительском собрании? Кто-нибудь слушал лекцию о трезвости? Записали? Кстати, мы еще лекции читаем в ГИБДД и во всех школах. Кто-нибудь слышал хоть одну лекцию? Представляете, люди садятся в алкогольном опьянении за руль, и они ни разу не слышали ни одной лекции о трезвости. Это задача не предпринимателя, задача государства. Я должен организовать грант, который должен нам выделяться на проведение этой работы. Я прошу с конкретным предложением. Виктор Николаевич, хочу вас благодарить, что вы создали такую, собрали интересную площадку. Вот, и у меня конкретно есть предложение. В некоторых регионах нашей страны есть полный запрет на продажу алкогольной продукции. Это 1 сентября, это выпускной и 1 июня, День детей. 9 мая, кстати говоря. Я немножко хочу, можно скажу небольшую реплику, не успела я выступить, хотя у меня действительно есть интересные цифры. Вот. И я хочу сказать, что этот ограничительный закон, который действует с 2014 года, он, конечно, не сделал из тех пьяниц и алкоголиков трезвых людей. Но знаете, у нас в республике в 3 раза количество детей, употребляющих алкоголь, уменьшится в 3 раза. Поэтому основная задача закона выполнена, направлена на детей и молодежь. А, к сожалению, реабилитация алкоголиков и наркоманов – это очень сложная вещь, и там очень маленький процент реабилитации. И поэтому с этим справиться на сегодняшний день, но это практически невозможно. Это статистика по всему миру. А еще говорят о том, что нет полного запрета. На сегодняшний день Исландия, у нее проект лежит о полном запрете в стране продажи алкогольной продукции. И в Норвегии собираются тоже объявить несколько городов полный запрет. Кроме этого, на сегодняшний день нас приглашают с нашим опытом республиканским в Анады, чтобы там, значит, наш опыт по трезвым селам транслировать, и на самом высоком уровне это будет все продвигаться. Приглашают нас на международный отечественный форум, где будет председательствовать Владимир Владимирович Путин с нашим... Проблем. Колонии у нас переполнены. Все-таки мы представляем столицу Якутии. И я считаю, что у нас должны быть достойные магазины, с достойным потреблением, с достойной продажей. И я считаю, что вот это ограничение времени, она нам ничего не дает. Потому что именно те, которые у меня там сидят, а их очень много, да, понимаете, я с ними общаюсь, вот как раз это то дно, которое говорит о том, что должно быть. Значит, должно быть культурное потребление, культурная продажа, культурная покупка. И я считаю, что то, что выступили предприниматели, увеличить именно возможность до 10 часов работать, это правильно. Это правильно. И не потому, что я хочу понимаете, не пью. Мне 68 лет. Другие предлагают. Спасибо. Нет, не предлагаю. Я предлагаю культурно, чтобы это было. Культурного нет употребления. Любое употребление это зло. Тимофей Ефремов, здесь очень много звучит о запрете, о том, чтобы бороться, но в самой формулировке борьба с алкоголизмом уже есть некий порог, потому что нету такой обязанности, не прописано у многих бороться с чем-то. Ну, полиция у нас борется с преступностью, скажем, а где у кого прописано бороться с алкоголизмом? Эта формулировка уже будет мешать, потому что у нас есть структуры, которые обязаны что-то развивать, например, спорт. Поэтому я предлагаю
чтобы поработали с Министерством спорта, управлением спорта, именно по популяризации спорта у детей, чтобы дети... Потому что у нас перекус в профессиональный спорт, у нас хотят из каждого делать чемпиона, но это неправильно, надо именно культуру физическую прививать, чтобы ребенок занимался собой, своим развитием физическим. И развивать доступные спортивные площадки, какие-то спортзалы, чтобы это развивалось систематически, чтобы дети летом играли и совмещались развлечения с развитием физическим. То есть какие-то футбольные чемпионаты и прочее, чтобы они по каким-то направлениям спорта развивались. Запомнить вакуум. Да? Но это, я говорю, программа должна быть, которая касается многих стран. Да, пожалуйста. Владимир Лонин, Виктор Николаевич, у меня вот в продолжение, где взять деньги, мне кажется, вот сейчас на алкогольные бутылки наклеиваются две марки. Может быть, имеет смысл третью марку клеить, да, и эти деньги прямо целевым назначением, чтобы шли именно на ту самую там пропаганду в детском садике, в школе, популяризацию спорта и так далее. То есть чем больше будешь, тем лучше пропаганда. И скажем так, пьющие пускай оплачивают не пьющие. Подождите, уже выступаем, вы же задавали вопрос. Пусть будет. Здравствуйте. Сидоров Василий, помощник депутата Кожуха Евгения Романовича. Сами представляю Федерацию спортивной борьбы Якутии. И скажу так, говорят тут культура, говорят спорт. Ну, я по своему опыту больше 20 лет занятия спортом скажу так. То, что спорт не является гарантией. Никакой, потому что среди спортсменов большое количество и наркоманов, и курящих, и алкоголиков. Тут вопрос на самом деле надо ставить по-другому на самом деле. Вообще на самом деле надо поставить так с самого начала вопрос. Смотрите, ну я вот, конечно, может, не по теме говорю, но есть, смотрите, на самом деле надо, правильно говорит Карл Георгиевич, мы с ним знакомы уже 6 лет, я учился на историческом факультете. Вообще надо ставить так вопрос. Алкоголь это яд, однозначно. Вот, как говорят специалисты, медики, как говорят наркологи и так далее, это однозначный вред для любого организма, живого организма. От растения до высшего существа, там, допустим, того же человека. И вот самое интересное, алкоголь стал традицией нашего общества, к сожалению. Но это не означает, что мы с ним не должны бороться. Мы должны с ним бороться еще больше получается. И вот тут звучат такие призывы, мол, разрешить, мол, не действует. Я считаю, да, в любом случае надо бороться с этим проявлением, однозначно. И второй вопрос, там, помните, вы говорили предложение, там вот вы, кстати, никто не говорил про пиво, статус пива. По 171 закону пиво стоит отдельно, с отбегом, то есть получилось какие-то преференции, однозначно. То есть, и поэтому, получается, этим и пользуются многие алкоточки, пиво-кафе как раз. Они что делают? Получается, те, кто продает пиво, они не лицензируются. У них даже вот эгоизм, тот же самая система, она у них просто носит такой характер ограниченный. Однозначно просто. Так что здесь пиво надо должен бороться, потому что как раз... Спасибо. Саша. Да, Евгений, у меня только предложение поединное, да? У нас тут почему-то про вытрезвители никто не говорит, да? То есть предлагаю как бы их возродить. Дело такое нужное, деньги всем нужны, как бы, да, в принципе, на ту же борьбу с алкоголизмом. Это один момент. Второй, получается, тут депутаты у нас есть, да, представители управ. Я считаю, что надо в городе объявлять те или иные территории, где, соответственно, продажа алкоголя как бы запрещена. То есть там прилегающие территории к скверам, там, детским площадкам, потому что у нас ЖКФ или там алкоточки стоят, в принципе, возле детских площадок. Это второй момент, да. И третий, естественно, это у нас есть месячники, естественно, да, по там отлову там этих пьяных водителей, естественно, да. Но, насколько я знаю, полиция у нас таких мероприятий никогда не проводит в отношении бутлегеров. Да, ну, поймают там одного бутлегера с кружкой пива, да, и в новости это-нибудь, тем более еще выкладывают. Весь город смеется. Вот таким образом, в принципе, у меня все. Понятно, спасибо. Можно, да? Добрый вечер, уважаемые участники дискуссионной площадки. Сегодня прозвучали Оганеров Гульжан, управа Губинского округа, Виктор Николаевич. Прозвучали разные абсолютно стороны, все важные и необходимые для дальнейших предложений. Я, скорее всего, выступлю сегодня больше от населения, потому что мы, как управа, работаем с населением, постоянно это видим. Если смотреть только Губинский округ, очень компактный округ, густонаселенный, да, вы прекрасно это знаете, 8 у нас лже-кафе и 12 магазинов, которые вот алкогольной продукцией занимаются. Но что желает население? Население требует, чтобы в жилых кварталах те заведения, где уже есть лицензии, где продают алкоголь, чтобы было именно сокращение работы. Приведу пример простой.
Федор Попова, 21, приют бодливой козы. Я думаю, все знают, да, в каком это состоянии. Буквально за 2018 год было 371 обращение от граждан в отдел полиции. То есть это вот довольно-таки опасная такая ситуация для нашего населения. Поэтому если сегодня здесь речь идет о сокращении там, или продлении времени, это одна сторона. Другая сторона, если мы не вывозим такие заведения, где вот, ну, в статус ресторана, где продают алкогольную продукцию, то как минимум в жилых кварталах сократить их рабочий режим. У нас по этой части были, конечно, разные переговоры, конструктивные, опять же, были разговоры. Мы сокращали, там, на 1 час нам удалось сократить время, но этого мало. То есть население желает жить в безопасном районе. Спасибо. Здравствуйте. Слышно? Добрый день. Виталий Обедин, Коалиционного союза предпринимательства города. Я сейчас буду говорить, это мое личное выступление будет не от неконсолидированного мнения членов Коалиционного союза, мы просто не успели этот вопрос обсудить. Знаете, каждый раз, когда мы собираемся обсудить какие-то вопросы, связанные с правовым регулированием реализации алкогольной продукции, у нас одно и то же по одному происходит. Приходят представители студенческих движений и читают нам лекции. Мы сегодня собрались именно в очередной раз обсуждать нормативно-правовые акции, а вместо этого нас агитировали за советскую власть. Мы знаем, что это плохо. Вот эти картинки Башарина я их вижу много раз. Знаете, вы кто-нибудь видели фотографию министра экономики Российской Федерации, арестованного за взятку Улюкаева, после того, как его поддержали немножко в СИЗО? Тоже очень сильно изменился человек, до и после. И это как бы иллюстрирует нам вредность коррупции, но это не рассказывает нам, как бороться с коррупцией. Крайние проявления, алкоголизм это крайние проявления, это одно. Мы говорим о правовом регулировании определенного момента предпринимательской деятельности. И надо это обсуждать, а не вот растекаться этой мыслью по древу. Тем более вот это приводится статистика постоянная. Она же все время искаженная и вранливая. Вот смотрите. Всех разных. У меня был, я поднимал разные документы, Егор Афанасьевич Борисов, наш прежний глава и главный инициатор антиалкогольной политики на территории республики. Вот он в отчете 2015 года в своем докладывает о том, что у нас потребление алкоголя снизилось с 9 литров на человека до 6,5. Через год, в 2016 году, он докладывает, что у нас потребление алкоголя снизилось с 8,7 литров до 6,8. То есть цифры вообще не привязаны друг к другу, взяты изрисованные от балды, а это называется статистика. Вот я знал, что полгорода городских бутлегеров, они все пьют за здоровье господина Лыткина, потому что никто не делает больше для их развития их бизнеса. Но сегодня я впервые дожил до ситуации, когда господин Лыткин начал рекламировать бутлегеров, когда он заявил, что контрафактная продукция бывает полезнее и лучше, качественнее, чем та, что продается в магазине. МВД нам постоянно зачитывает статистику за удобный момент времени. Да? Посмотрите статистику обобщенную за последние 5 лет. Показатель пьяной преступности ниже, чем в текущем году. Посмотрите за 2010 год, начало антиалкогольной борьбы. Это самый низкий показатель пьяной преступности. Начинаешь спрашивать, почему так получается, мы регистрировали, не так регистрировали. Вот сейчас прозвучало заявление представителя МВД о том, что значит у них увеличило, что у них они теперь регистрируют пьяное преступление на основании свидетельских показаний. Извините меня, но совершение преступления в алкогольном опьянении – это отягчающий факт. Они уголовные дела потом так расследуют и заводят на основании просто показаний, без экспертизы, без проверки, без подтверждения. Ну что за Предложение, Виталий Александрович. Я в это предложение, подожди. Время закончилось, регламент соблюдается. Посмотрите, пожалуйста, бюджет 2019 года и сравните его с бюджетом 2018 года. Вот рассказываю тут о победах и достижениях на алкогольном фронте. Сбор акцизов за алкоголь в 2 раза больше запланирован. У нас в бюджете прошлого года сбор акцизов за алкоголь, сейчас расскажу цифру, 20,75 миллионов рублей. За пиво, прошу прощения, точно, за пиво. В бюджете текущего года запланировано 46,6 миллионов. В следующем году 51,7. В следующем 56,4. Это при том, что каждый год идет якобы сокращение торговых точек, борьба непримиримая, ограничения и так далее. Никаких реальных подтверждающих фактов того, что принятые меры как-то влияют на ситуацию, ну, просто нет. Есть какая-то статистика вот, в угоду моменту вырванная и приведенная. А между тем факт налицо. Во-первых, вот